Сегодня на первом этаже взрослой поликлиники нет привычной толпы людей. Прямо при входе посетители понимают, куда им нужно идти. На стенах инструкции, как записаться к врачу и в какие кабинеты можно попасть, минуя регистратуру. Есть и такие указатели, которые распределяют потоки больных и здоровых пациентов. Вот эта зеленая стрелка, например, подскажет, где можно пройти диспансеризацию и проведет человека прямо к стойке на втором этаже. Здесь же выдадут анкету и маршрутный лист. Рядом находится кабинет медпрофилактики. Первый этап диспансеризации сконцентрирован в одном месте. Чтобы пациенту было удобно. Вот он пришел и максимально, что мог, вот я, как говорю, привела пример молодого человека, то есть ему останется только пройти флюорографию. Если он относительно здоров, он здесь же и закроет, в этот же день может закрыть первый этап диспансеризации. Кому нужно в регистратуру, уже не спрашивает, кто крайний, а просто берет электронный талончик и с комфортом на диванчике ждет, когда загорится на табло его номер. Все стало более современно, очень удобно, не надо никаких очередях сидеть, все по талончикам, все по номеркам. Комфортнее стало работать и администраторам. Нагрузка снизилась в 2 раза. Во-первых, часть людей идет сразу в кабинеты, не обращаясь к ним. А во-вторых, сотрудники больше не отвлекаются на звонки граждан. Этим занимается колл-центр, который, кстати, уже работает 7 месяцев. Здесь 4 оператора в течение дня дистанционно записывают жителей столицы на прием к врачам. Регистратура же занимается только пациентами. Минуты 3 люди сидят, люди добрее стали, не нервничают. Легче намного стало работать. Забор крови стал тоже удобным. Сюда также вызывают по талонам. А по специальному табло можно отслеживать очередь. Над преображением учреждения, по словам главврача поликлиники Натальи Сухоруковой, работали больше года. Провели ремонт, оснастили помещения. Медики прошли специальное обучение в Кировской медакадемии. Ремонты не главное, да? Главное было изменить сознание работников, да? Чтобы они поняли, что надо работать по-другому, что надо сделать все, чтобы и пребывание пациентов в поликлинике было более комфортным, и медицинскому работнику, чтобы работалось комфортно. Поэтому у нас были созданы по разным направлениям группы. Вот эти направления мы видели, которые сначала они, мониторировали, что вот на сегодняшний день, и ставили цели, чего мы хотим достичь. На новый формат работы медицинской организации КОМИ стали переводить 3 года назад. Начали с центральных районных больниц. Первыми обновились Сыктывдинская и Каркирусская ЦРБ. В результате там значительно уменьшилось количество жалоб недовольных пациентов. На сегодня перезагрузку прошли уже 17 поликлиник республики. Населению легче записаться на прием, сократилось время приема, улучшились условия работы для врачей первичного звена, в первую очередь участковых терапевтов, педиатров, узких специалистов. Меньше времени затрачивается на непроизводительные так называемые затраты. На работу с бумажными документами, на излишние передвижения по поликлинике, в том числе это касается процедурных кабинетов, на лишние движения, которые занимали время и были абсолютно необоснованы. Сегодня обновления ждут детские поликлиники КОМИ. На эти цели заложено 77 миллионов рублей. Кстати, эффективность новой модели медучреждений уже в этом году будет оценивать Росздравнадзор по 22 критериям. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.